И чего хейрар всем, кто смотрит. Сейчас первый урок лезгинского языка, как правильно читать на лезгинском языке и лабиализованные звуки. Да, я мог бы начать с алфавита, но я думаю, оно того пока что не стоит, потому что алфавит и так есть очень много уроков. Нужно объяснить теперь, как правильно читать письмо, тексты на лезгинском языке и так далее. Что такое вообще лабиализация? Лабиализация – это углубление, выпячивание губ вперед и придание им округлой формы при артикуляции какого-либо звука. Это явление также называется огубленностью или округлением. В лезгинском языке есть три вида таких звуков после лабиализации. Это звук, похожий на О, на Уа и Э. Звук, похожий на О – зол, сос, цол, чугода, годару, акода, кок, кол, кол, ко, козу, акозу, лакоц, хо, кол, мукол, рагоц, тол, товар. Если после согласного звука идет буква В, то это лабиал. В слове товар я сказал как-то окончание товар, не ор, а уар. Сейчас и поговорю о нем. Некоторые примеры, где звук похожий на уа или уа. Я озвучиваю обычно в словах, оканчивающиеся на букву Р. Туар, туар, ахуар, цуар, суар, чутхуар, хуарц, уар. И звук похожий на зер, цел, цек, ц, г, гл, г. У нас говорят кеке. К, кэд, кэкэраг, хэр, чхэр, хэш, кэд, биркэц, гэл, гэр, тет. И еще, кстати, у нас есть слова, где лабиализованные звуки находятся в конце слова. Вот некоторые примеры. Мар, мек, йог, серк, нуак, юг. Кстати, насчет юг. Хотя сейчас уже юг, но логичнее было бы оставить, как было раньше. Юг с буквой В в конце, так как юг склоняется через В. Например, юхо. Вот слышите, как-то не юха, а юхо в середине. Переводится в середине. А только с союзом ни в значении и склоняется без В. Например, юг не юг. Центр, то есть самый центр. Нуар, рэр. В лезгинском языке наравне с первичным лабиализованными согласными, которые не зависят от фонетической позиции, встречаются также лабиализованные вторичного порядка, порожденные разными условиями реализации той или иной фонетической единицы. Так, при словоизменении конечной шумной может лабиализоваться под влиянием лабиального гласного основы. Например, цук, цуквар, цюк, цукер, хотя сейчас уже цукер, ер пишется. Рюк, рюкхэр, мюрк, мюркхэр, кык, кыкхэр, цик, цикэр. Лабиализуется конечные шумные также в тех случаях, когда ему предшествует лабиализованный согласный. Например, хэх, хэхэр, ког, кокар, кэнк, кэнкэр, хэк, хэкэр и так далее. Давайте, собственно, приступим к прочтению текста. Взял текст из лезгинской Википедии про селение Хасумхыр, то есть Касумкент. Сейчас прочту. Хырин бине Хасумт араласы вон виде ктур диос хисабзаво. Хырин туарне адах галаз алака возьо. Сашмуд вишис идала велик, Хасума гургуц вацун керехта какан тарари юо вичиз кола тигна. Адан гюриновоз муколала микю хрерата свон верини и на квалерице гисханва. То я могу сказать из прочитанного. Перевести, конечно, я пока что не буду. Хочу объяснить, как я прочел, почему я прочел так, где-то вот так. Вот, например, хюрю бине. Я не сказал хюрин бине. Хюрю. Н носовой. Н никогда не слышится. Туар алай. Уар это я объяснил. Алла это ю не читается. Особенно в разговорной речи вы ю в конце никогда не услышите. Туарала сувон види ан сувон ктур диос хисабзаво. Хюрю опять н не слышится. Туарне адах галоз алака авозья. Сашмут вишис идала е не слышится. Велик хасума гургур вацун харяхта какан тарари юхо вичис кол и цигна. Вот то же самое. Адан гюриновоз мукол алла микю хюрера ата сувон вири сувон ви. Рини, ю тоже, кстати, посередине таких слов лезги, ри говорят не слышится, то есть лезгири, сувонвири, но писать надо, конечно. Это просто разговорная речь, и когда читаем, просто не произносится. Ино колер, ицигис,
ханва. Еще некоторые примеры. Аво есть, имеется ава. Слышите разницу аво и ава? Имелось уже прошедшее время. Го, то есть на руках. Завго у меня есть на руках. И гуа было на руках. Раханва, поговорили, поговорил. Фенва, пошли, пошел. И цигнава, поставил, поставили. В основном лезгинское А не похоже на русское А. У нас как бы А, у нас жесткое какое-то А. Но А в русском виде у нас есть в словах, где слова в конце есть звук Й и кратко, и Г. Например, слова сар, бар, дар, рар, кай и глаголы в прошедшем времени с окончанием ай. То есть звучит как А, а не А. Аво и ава. Долгое А. И напоследок, что могу сказать? Итоги из видео. Первое — это лабиализованные звуки через уа звучат в основном как звук О. Кроме слов, которые оканчиваются на Р в конце, там будет звук похожий на уа. Например, туар — имя. Но если ва и в находятся впереди слова или окружены гласными звуками с обоих сторон, то читается как пишется. Например, век — трава, ва — нет, аво — есть, имеется. То есть не ао, а аво. Второе, лабиализованные звуки через в звучат в основном как звук Наверное, знакомый звук. Это есть в турецком языке такой звук, в немецком и так далее. В других языках есть. Например, чёт — муха. Третье, лабиализованные звуки в конце слов, которые звучат не как ар, яр и ер. То есть множественное число у нас приобретает не ар, яр, ер, как, собственно, в лезгинском языке все слова принимают, а уар и эр. Например, нуах, ноар. Не ноар, а ноар. В поэтому и пишется в конце. Однако такие окончания суффиксов множественного числа очень редкое явление в лезгинском языке. Да, на самом деле таких слов не так много, может быть максимум таких слов 50, и то не факт. На этом я заканчиваю вот это видео. Надеюсь, самое главное я вам объяснил. Всего доброго, всем до свидания.